Так. Хайрлы кишлер. Ну, по-моему, еще... А, нет, загрузился. Загрузилась. Извините, пожалуйста, за опоздание. У нас тут тоже немножко технических неполадок, как всегда. 3 минуты. Да. Пробки, пробки. Пробки. Сейчас я ссылку открою. Так. Бүгін шынымен матүркен, яңғыр түгіл енді қар яуа, яңғырға шаған қар яуа бүгін. Весной же пахнет у нас в Казани. Да, птицы поют. Уже прилетели птицы. Мне кажется, это не прилетевшие. Это которые остались у нас. Да. Так, сейчас пока у нас онлайн 2 человека, мне кажется, я из них вторая. Да, Виня Безин тоже руки выгналавишься. Тоже будет отвечать. Алтыкше. Нас хорошо слышно, да? Да, ответь, пожалуйста. Ой, Харли, Ренат Исенмисес, Ренат Галимов. Сіз Айдар Галимовтың туғаны түгіл ме? Исенмисес дейіп. Все мы так или иначе чьи-то родственники. Да, все мы родственники. Вы слышали анекдот? Я недавно публиковала его в Instagram Stories. Значит, он такой немножко печальный, но показывает вот эту вот бытность татар. Значит, немцы, фашисты поймали, значит, 3 шпионов, диверсантов, русского, белоруса и татарина. Русского, значит, допрашивают. Сразу повесили, да? Нет, его допрашивают, он ничего никому не рассказывает, и, да, его, значит, казнили. Белоруса допрашивают, тоже он ничего никому не рассказал, казнили его. Татарина привели, спрашивают: ты кто по национальности? Он отвечает: я татарин. Допрашивать не стали, переглянулись, казнили. Потом, значит, солдаты спрашивают: а почему мы его не допросили? Ой, блин, с этими татарами себе дороже выйдет. Сейчас начнет рассказывать, выяснится, что чей-нибудь брат, сват или родственник. Чей-то брат или родственник. Да, мы все чьи-то родственники. Улугбек. Слышно хорошо, да, Рахмет. Слушайте, был небольшой казус у нас. В прошлый раз я высказалась в сторону Улугбека. Он очень сильно, похоже, на меня обиделся, потому что выяснилось, вернее, не то, что выяснилось, я листала эту переписку и смотрела, у меня просто очень много переписок. И чаще всего, кстати, я с Улугбеком общаюсь, может быть, я поэтому на тебя подумала, извини меня, пожалуйста. Кто-то мне писал настойчиво по поводу того, чтобы сделать бесплатно, я отвечаю наперебой то одному, то другому, то третьему. И, видимо, я подумала, что это ты. Пересмотрела там, ну, как бы все, конечно, все переписки я не пересмотрела, потому что это неделю мне надо будет зависнуть. Не нашла, кто писал. Источника не нашла. Да, источника не нашла. Я приношу тебе свои публичные извинения. Прости меня, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Афуй. Мы не хотели. Да. Ты принимаешь мои извинения? Он пишет, просто было неожиданно. Да, я эту историю тоже слышала из кухни. Все, мир, дружба, жвачка. Ура! Дуслык. Исәнмесез deyip башлык әле. Очрашу бит шулай башлана. Сезне күрүемә, ишетүемә, дуслар, күңелләрем шатлана. Добрый вечер, уважаемые наши слушатели. Вот у нас сегодня, по-моему, 3-е занятие уже, да, время идет, время быстро-быстро идет. Вот. Вчера я тоже провела в школе курсы, были родители, учителя, всем очень понравилось, все прямо уже диалоги составляют, тексты учат, поэтому вот мы двигаемся вперед. Также я продолжаю учить английский язык. Сегодня я ходила на урок к своим 5-классникам. Я же классным руководителем 5-А являюсь. Они с 1-го класса изучают татарский язык. Вот. И я дала слово, что по четвергам я на 1-й урок к ним буду ходить. Они так много знают, так хорошо знают, поэтому прям молодцы. Вот. А у меня завтра тоже английский язык. А сегодня у нас, кстати, еще что было? У нас сегодня был большой в школе конкурс полиглотов. Дети рассказывали о себе на татарском, на русском, на английском. Кто-то рассказывал на китайском, испанском рассказывали, азербайджанском, турецком. Вот. Завтра уже будут большие призы дарить и поздравлять победителей. Там мои ученики тоже выступали. Татар Счастливый. Для меня это очень было похвально. Айдар Ильдарович, девочку
похвалил, сказал, что она очень хорошо выступила. Вот, поэтому мы тоже, может быть, когда-нибудь сделаем такие конкурсы, да? Вот, Аллаберса. У нас контрольные тоже будут. Вот. А сейчас мы с вами приступаем к занятию. Сегодня у нас 14 февраля, 14 февраль. Гоша Кларкина. Вот мы сидим здесь, влюбляемся в нашу работу, наших слушателей. Мы вас очень любим. Вот. Как будет «Мы вас очень любим»? Бессизне яратабас. Бессизне яратабас. Надеемся, что вы нас тоже скоро полюбите, Аллаберса. Вот. Кто-то уже, может быть, и сейчас полюбил. Давайте сейчас мы с вами повторим. Начнем с домашнего задания, да? С домашним заданием все справились? Да. Гафуй таван бір тапқыр это нам написала. Диня. Гафуй тебис. Давайте мы с вами сейчас повторим слова. Давайте я вам буду говорить, наверное, может, по-русски. Нет, так не получится, да? Давайте повторяйте за мной. Дурт. Диня синдакова. Дурт. 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 Сюсь. Сюс. Сюсь. Сюс. Кук. 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 Куз. 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 Куп. Куп. Куль. Куль. Кульмек. Кульмек. Бейрем. Бейрем. Эйбет. Эйбет. Терезе. Терезе. Бульме. Бульме. Мектеп. Мектеп. Булек. Буляк. Замечательно. Здесь мы с вами повторили мягкие гласные уже, да? Парные гласные «ы», еще твердые гласные, которые мы с вами изучали. Хорошо. Дальше идем, да? Переведите, пожалуйста, эти слова. Можно писать прямо в чат. Угу. Сегодня, видимо, все отмечают День Святого Валентина. Не все 13 человек с нами. Дурчус, кукус, куп, куль, кульмек, бейрем, эйбет, терезе, бульме, мектеп, булек. У нас, не знаю, в некоторых школах отмечают, а у нас директор, он верующий, он не признает, по-моему, этот праздник. Скоро 23 февраля, ловишься. Вот. Потом 8 марта. Блама? Угу. Много. Озеро Рубашка, да. Здорово, праздник, хорошо. Окно, комната, школа, подарок. Замечательно, Ренат. Ренат сегодня первый у нас. Он поздоровался с нами первый, молодец. Алия тоже пишет. Да. А Ивар, это кто? Кому аж Ивар? 4 слова у него тоже правильно. Платье, праздник, хорошо. Они вот друг друга не видят, как они пишут? Они себя чат видят, да? Видят чат. А, вот они вот все прочитали, что тут написала, да, Дина Гафуй Таунбертапкур, да? Да. Надо было написать, да, Таунбертапкур Гафуй в конце, да? Вот. Ирина, молодец, 4 слова, небо, глаз, много, озеро, платье, праздник, хорошо, окно, комната, школа, подарок. Замечательно. Алия пишет, школа, подарок, да. Алия Газизова. Дальше. Угу. По-моему, все успевают, да? Ну да, думаю, Гульнара, молодец. Да, замечательно. О, тути-фрути. Озеро Сарочка. Где это озеро Сарочка? Сорочка. Где тут Сарочка, Сорочка? Сорочка вместо, наверное, кульмек. Кульмек. Я думала, это Сара имя. Мне просто сегодня Сара выступала, поэтому думала, Сарочка. Сарочечка. Рубашка, праздник, хорошо, окно, школа, подарок. Молодцы, замечательно. Повторили, да, вот эти мягкие гласные. Мы еще здесь не взяли. Они, эти. Дальше киттык. Аугата бабарабис. Проверяете, да, слова, как вы написали. Устик ширу, самопроверка. Вот мы вчера тоже с татарского на русский переводили. Вот прямо у всех замечательно получается. А как начинаем с русского на татарский? Говорит, это сложнее. Хочется, чтобы было с татарского на русский. Вот.
Сегодня очень хороший день. Сегодня четверг. Четверг – это пенджишембе. Пенджишембе. Арвахларва дуга укилар буген. Читают молитву, да? Подарок еще куштенеш. Куштенеш – это гостиниц. Куштенеш. Много озера. Дальше Много идем. озера нет у нас. Куб. Куль. Мы словосочетание тут не писали. Давайте сейчас вот от этих слов образуем множественное число. Повторим множественное число. Как образуется, Диня? Лар, ляр, нар, нер, кушинчилар билен. В каких случаях мы добавляем лар, лер? Во всех, кроме носовых согласных. Вернее, когда слово заканчивается на носовые нар, нер, во всех остальных на лар, лер. А когда лар, а когда лер? В соответствии с правилом сингармонизма лар и нар, там, где твердые гласные в слове, лер и нер, там, где мягкие гласные в слове. Замечательно. Какие у нас мягкие гласные? Мягкие. И, е. Ну, е у нас это хамелеон, да, это может быть и мягкое, и твердое. Но в основном, когда вот, например, в слове егет парень, это будет мягкое слово. Все, перевели? Клавиатуру с татарскими буквами. Дина, напиши, пожалуйста. У меня в группе ВКонтакте есть инструкция прямо. Посмотрите, прям инструкция по установке. Есть и на телефон, и на ноутбук. Я, если напомните, сегодня в чате ленту полистаю, потом попозже, и сделаю, наверх подниму ее. Да. Хорошо. Все сделали? Проверка есть же у нас? 16 человек нас, да, мы приумножаемся. Здорово. Да, к 7 часам будет 35. К 7 будет 35. Все-таки не все празднуют. Самопроверка. Устикширу. Тут раз у нас было 35, да? Да, где-то в этом районе. Обратите, пожалуйста, внимание вот на мягкие гласные, как образуется у нас множественное число, и повторяйте про себя. Давай, Диня, мы тоже будем повторять. Сюз, сюзлер. Кук, куклер. Куз, кузлер. Куль, куллер. Кульмек, кульмеклер. Бейрем, бейремнер. Терезе, терезелер. Bulme, bulmeler. Mektep, mektepler. Bulek, bulekler. Apa, apalar. At, atlar. May, maylar. Tau, taular. Baş, başlar. Apa, apalar. Uram, uramlar. Урман, урманнар. 2 раза, да, башлар. Башлар. Замечательно, Диня вообще молодец. Ударение вспоминаем, да, когда произносим, ударение у нас передвигается назад, да, когда нет. Разрыв связи был надолго у тебя? Все остальные как, со связью нормально? Мы ничего тут не трогали. Может быть, с интернетом какие-то неполадки? У всех все нормально? Все молчат? Да, видимо, Алла Берса знак согласия. Киттикме? Все проверили? Ринат, каясис, Венера кая, Закир, тути-фрути. Знак согласия, как будет примерно? Резалык билгиси. Надо запомнить. Резалык билгиси. Знак согласия, если. Мин реза, можно сказать, да? Сложно переводить еще, знаешь, как крылатые фразы с русского на татарский. Очень тяжело. Вот, например, электросчета. Вот я сегодня переводила из 10 учителей, только Рушеня Кудосну, видимо, очень свободный всегда. Вот директор меня просит. Переводила я слова сегодня. Электросчетовая. Вот как его переведешь, это слово? Раздевалка. Туалет ты знаешь, бедреп, да? Да. Вот. Отпрашивались в школе, помню. Да, бедрепке. Как будет? Смойте, пожалуйста, за собой воду. Отнесите, пожалуйста, грязную посуду. Ширак, тәлинкәләрне үз алдыннан.
Все хорошо, мы теперь тоже будем учить. Киттек, сулкус, тәржімейтігіз, переведите. Китергас. Да. Вот щит это калкан, да, вот калкан, да, вот я сама вот иногда думаю, вот мы так и говорим щит, щит, Точно, щит. я знала это слово, но я не знала, что оно переводится как щит. Нет, а как ты его, вот к электрощитовой, это же защита получается, да? Это же щит, это же защита, от слова защита, защищать. А как электрощитовая переведешь? Вот электрощита, ребят, он нигде не переводится, нет такого слова в татарском языке. Или электросоплавач. Заходишь в Яндекс Транслейт. Нет. Это очень смешно, кстати. Яндекс Транслейт почему-то очень странно работает. То есть он как-то очень странно переводит. Не обращал никогда внимания? Новые слова какие-то придумывает. Вот как этот анор, гранат, да? Анар или анар? Да. Я говорю, мы всю жизнь говорили гранат, а вдруг вот эту грушу тоже поменяли? Сложно писать быстро на татарском, постоянно подсматриваю на подсказку. Где на клавиатуре татарские буквы. А со временем запоминается Арсан. А ты напиши, пожалуйста, вот пока вот мы пишем, где у нас вот татарские буквы. Ё, это у нас какая буква? Деня? Сейчас я, знаешь, как сделаю? Я сейчас скопирую из этого, из группы. Там, по-моему, это все есть. Сейчас я посмотрю. Единственное, что пока я ищу это в группе, я не вижу чат. Перевести у всех получилось, потому что, по-моему, никто еще не писал. Где «щ» – это «э». Вот запоминайте, «щ» – это «э». Это Лена Келярна сказала. Сабана. Саутларна. Посуду саут сабана. Угу. Вот вроде бы все слова знаешь, но почему-то позднее зажигание только включается. Вот я сидела сейчас, думала и дошло до меня. Так, сейчас, где это было в ленте? Так, это что, Нового года было? Сейчас. Нет, у меня же на рабочем столе это есть. Было, по крайней мере. Не могу дальше. Вы пишете, да? Упущилар, балалар, вы пишете? Написали? Сейчас я посмотрю, что в чате пишут. Так. Нам 3 ноутбука, значит, надо. Не говори. Этот Деня все на себе, миленькая моя, это, привозит, увозит. Все ради вас. У меня тут столько домашних. Итальянских, английских и русских на клавишах. Слушай, сейчас не могу найти. Ничего страшного. Не могу найти, у меня где-то это точно есть. Я думаю, что я это публиковала. Я поищу, посмотрю, и записи про клавиатуру я подниму. Если только кто-нибудь мне, пожалуйста, напомнит, потому что я сейчас что-то все время очень быстро все забываю. Информации много просто. Ага. Ты же учителем работаешь, у учителей у них всегда информация такая. Как учитель? Киттек мы дальше. Я учитель. Вот. Вот давай вот прямо сейчас вот покажем. Щ – это «э». Вот да. Щ – «э». Точно. Да, вот прямо напиши. Щ – «э». Так. Ж. Знаки. Так, это буква С. Это твердый знак. Вот. Мягкий знак. Так, Ж. Мягкий знак, по-моему. Сейчас я проверю. Либо Т, либо мягкий знак. Мы должны быть. Да, правильно. Это Ж, по-моему. Да. Ее это Х. Так. Это потом привыкается, это вначале кажется, что... Да, чем чаще печатаешь... Четырехглазый, садись, все верно, да. Четырехглазый это как собака, да? Утр, анда, утр. Кстати, я нарезала прошлые уроки прошлого потока. Арсана молодец. И про дурткус я, наверное, скоро выложу в Инстаграм. Так смешно было. Серьезно, да? Да.
Дурткус, да, это собачка, которая везде все бдит и все видит. Да. А я, когда увидела это слово, я подумала, что это очкарик. Да, ты так подумала. 4 озера. Где это у нас 4 озера? Угу, правильно. Арсана написала, Гульнара пишет. Дина Сибатова пишет. Дина Сибатова это все для вас пишет дома. Киттык мы все сделали? Мне кажется, все справились. Вот проверяем. Тикшребес. О, тути-фрути. Там много детей, 4 мальчика. Дурткус утр, собака сиди, там сиди. Киттек Венера. Ренат пишет. Киттек Ренат сегодня очень активный. Венера активная. Тутти-фрути, Гульнара. Дина активная. Алия. Гульнара, я тоже в прошлый раз так подумала. Я думаю, 4 глаза и 4 глаза. Что же это может быть еще? Это, оказывается, собака, у которой, ну, как бы она и сзади видит, и спереди видит. У нее 2 пары глаз. Это что ли написала? Токмак? Частушки написала? Да, да. Молодец, Тайна Синдиня. Она на ходу что-то сочиняет. Юга, это твои. Да. Киттык. Комплекс Анна Кабатлибас. Множественное число повторяем. Платья. Праздники. Пишите, мне это нужно знать. Вот сейчас уже мы вас проверим, Алаберса. Никуда не заглядывай, вы уже должны переводить эти слова. Радиоактивная собака. Радиоактивная, точно. Собака из Чернобыля. Я так и скажу, радиоактивная собака. В субботу у меня будут курсы в школе. Я еще, кстати, сейчас нарезаю предыдущие все уроки, вырезаю туда смешные моменты. Да? И будет Алаберса нарезка со смешными моментами. Я не знаю, я вот эти уроки где могу посмотреть? Я тоже хочу посмотреть их. Мне нет в чате, да, вашем? На канале YouTube все. Но я сейчас после суток, то есть я, даже не сутки, а я сегодня вот предыдущие сняла с просмотров. Оставляю до следующих, то есть... А ты мне ссылку пришлешь, чтобы я посмотрела? Конечно, конечно. Смотреть на тебя со стороны. Хорошо смотришься. Серьезно? Ой, Да. Рахматуллах. Я домой прихожу и все время с мамой вместе пересматриваю. Да? Угу. Хорошо. А мы еще Лебеса Глеба же хотели пригласить как-нибудь, да? Да, Глеб нас поддерживает. Глеб Олегович, это... в общем, он сейчас входит в состав Меджлиса МУС Республики Татарстан. Это мой хороший друг, я его знаю очень давно. И он начал заниматься своей родословной, и выяснилось, что, ну, как бы, в принципе, мы знали, что у него родители крещенные татары. Их насильно заставили покреститься. И они, оказывается, были татарскими, как это правильно сказать? Корни татарские у них, да? Не только корни, как уж сейчас скажу. Током. Блин, слово забыла. Как тут на татарский перейти? Сейчас. Господи, дворянский татарский род, вот, дворяне. Ой, это я на английский перевела. Тут это видео Машина или Машина спрашивает. Видео Машина. Сейчас. Аушилар кыне? Кам? Напиши мне, балкшилар кыне. Видимо, рыбаки у нас тут и охотники. Киттык мы все написали? Сейчас очень многие занимаются, кстати, восстановлением своих корней, получается, корней, да. Родословно изучают. Вот у нас же тоже, вот к нам в школу тоже приходили, классы сейчас проводили. Где можно узнать? Вот идешь в архив, да, и называешь, например, свое имя, фамилию, и там тебе могут сказать все твое родословное. Ну, я слышала, что еще, ну, то есть это в Казани, а у меня, например, бабушка, она из татарской деревни, ее мой, получается, да, ты привез. Проверяем. Замуж в Казань. Диня Кульмекляр, здесь вот ошибочка ушла. Ой, опечатка. Здесь не исправлю сейчас, да? Это Кульмекляр, исправьте. Напиши, пожалуйста, здесь.
Вот Закир, 70 Закир, нужно будет вам исправить, хорошо? Исправляйте Я, родословную у слушай, нас. тебе, наверное, буду пересылать на проверку, потому что я даже вот глупые Всего не опечатки не обнаружили, вижу, да. да. Бывает так. Мы вот по ходу сразу... Замыливается глаз очень сильно. 4 глаза, а? Замыливается, говорю, глаз, когда долго Да, сидишь с да, да, компьютером. да. Что-то куда-то мы ушли, по-моему. Кульмеклер. Праздники. Вот исправьте, пожалуйста, Бейремнер. Закир Хасмуддинов, ученик мой. Бейремнер, да, вот Диня нам сказала. Он не видит, как А ты он не карандашом видит, да? показываешь. Карандашом показывает. Потому что я карандашом, как указкой, сейчас показывала, где Да, нужно вот исправить. Бейремнер, вот здесь вот видно, да? Здесь он меня видит? Да, видит. Вот Бейремнер вот здесь вот надо исправить. Куда мышка ушла? Вот Бейремнер, потому что на М оканчивается, да? Мектеплер, правильно. Терезелер, киттинде тагын. Мгм. Булеклер, бульмелер, глаза, күзлер, слова, сөзлер. Арсан, вы предложение пишете? А, я же тут уже вот он успел вот это проверить уже. Арсан, бегрет тысяч ли бывало? Ну, она тоже очень хочет заниматься, прям это видно. Вот смотрите, вот ой, вообще интересно, у нас тоже в роду насильно крестили, прапрадеда звали Иванов Юсиф, потом после вновь мусульманство приняли и стал Иванов Юсуп, и пошли Юсуповы дальше. Ух ты, это Юсуповы? Это интересно, с тем же родом Юсуповым связано, который дворец Известный Юсуповых очень, есть да? в Питере. Нет, нам очень интересно. А вот это ж кто пишет? На всякий случай уже пишу все. А, вы уже ушли, я там нечаянно вперед перевела. Интересно, Гульнара, да, у вас Мгм. род тоже? Я вот хочу тоже сделать родословную, но у меня получается, я наполовину татарка, ну как бы я позиционирую себя как татарку. Почему? Потому что я писала даже об этом статью, потому что воспитывали меня татарские давай. И Нет, когда я начала раскапывать, кстати, корни с той, с этой стороны, у марийцев в итоге тоже у истоков татары стояли. Так Да, получилось. наверное. Это ж точно, это татар же было много. У нас же много. Киттыкма? Нет, не у всех марийцев, а конкретно у моего фамильного рода. Вот сибатровы, от слова сибатр. Что означает сибатр? Вот, Это не напиток какой-то? нет, батыр, это как, ну, батыр, а А, вообще это был полководец. Отчеством его Янгулович, но имя вообще не марийское. То есть это татарское имя, означает, по-моему, светлый, лучезарный, нет, не лучезарный, по-моему, светлый означает. Сабитр. Сибатрова. Сибатр. Тути-фрути, YouTube VPN. Не работает же YouTube. Да, они, получается, из купеческого рода, с татарского. У тебя хорошие корни. Я очень рада. Мне тоже иногда кажется, что я тоже вот... Ну, я знаю, что моей мамы отец был тоже Алпауд Пуханов. Воин света. А ты откуда знаешь? Воин света. Это, подожди, это Янгул или это Сибатор? Вот сейчас что-то новое про себя узнаю. Просто Да. у марийцев очень тяжело найти вот эти вот... у них практически почему-то ничего не ведется. Архив, Да. Очень тяжело было найти даже вот этого прародителя. Ну, я так поняла, говорит она. Угу. Сибатор. Киттык? Давайте сейчас вы справились с этим заданием, да? Сибатор. Наверное. Угу. Саннарна куб сюзнял маштар. Мы заменяем числительное словом куб. Вот смотрите, пожалуйста. Анда дурт тау, да? Ой, нет. Анда... Что это такое? Вот эта кнопочка соседняя. Ага, лишнюю нажал. Анда дурт тау, да? Числительное, мы знаем, да, если существительное употребляется с числительным, то мы существительное ставим в единственном числе. Анда дурт тау. А когда меняем на слово куб много, мы говорим анда таулар куб.
Вот по такому примеру, образцу, измените, пожалуйста, вот эти предложения. Анда ун малай, замените слово ун со словом куб. Значит, к слову малай мы уже добавляем окончание множественного числа. И куб ставим в конце. Диля, пиши тоже. Сразу Сейчас. проверят они. Сразу этот измененный пиши. Малай. Лар. Да? Нет, ты куб ты не пиши. Анда малай лар. Просто эти, что ли? Просто существительные? Да. Анда малай лар. Я рада, совсем уж. Нет, не подсказывай, так неинтересно. Да. Я чуть-чуть тогда жду, потом попозже отправлю. Угу. Малайлар, куллер, алмалар, сюллер. Вот я могу, кстати, хочу сказать, что тяжело, вот как ребенку, например, в смешанной семье расти было тяжело достаточно. В том плане, что... Марат пишет. Исенмесиз Марат. Без бикшат. Минрушанье. Мират был, Мират. Мират. Плохо вижу. Мират. Имя красивое. На автомате читается, потому что вот когда... Имя какое красивое. Мират. Угу. Первый раз слышу такое имя. Нас 23. 8 только поставили нам. Здорово. Я знаю имена 6 праотцов еще до доселения татар в Башкирию. Здорово. Да. С одной стороны, интересно то, что ты видишь как бы праздники и той религии, и этой религии. Угу. Но с другой стороны, как определяться было тяжело. Тебе, да, я представляю. То есть вроде бы и как бы и туда, и туда. У меня сестра в итоге православной стала. Тоже вот непонятно, да, папу боишься обидеть, или маму, или самой как-то Это что не то, что боишься обидеть, а сама ты... то, что вот осознанно уже в этом да, ты же возрасте ждешь какого-то, ищешь какой-то свой зов, и я вот, ходила, получается, по переменным сначала то в церковь, в общем, я 10 лет не могла определиться. У меня первый раз в голову мысль пришла в 20 лет о том, что, даже не 20, то есть я в 29 я, мысли, я не знаю, лет с 18, может быть, вот эти вот, куда. Ну, это да, это человек всю жизнь же вот себя ищет, поэтому вроде и не поймешь, чего нам хочется, да. Вот мы хотим-то много, а мы не можем определиться. Я тоже вот мне хочется и платок одеть, но с другой стороны, я еще вроде не готова одеть платок. Я не могу понять. Это тоже, мне кажется, это 100% надо. Это получается тоже такое важное решение. У меня недавно я общалась со своим тренером по конному спорту. Она говорила о том, что... то есть она начала носить платок. И она говорила о том, что она тоже долго не могла определиться. 10 лет она начала читать намаз, об этом просто никому не говорила. 10 лет она вот так вот прожила, а потом уже поняла, что все, она хочет одеть платок. У нее прям было решение там бесповоротное. То есть когда ты прям вот твердо на этом стоишь, наверное, уже должно... Я вот алабирса, вот жду ныне уразада мы тоже будем заниматься алабирса, там уже будет лето, там уже светло будет. И есть можно будет вечером. И есть после сразу, да, после... Но там нет, там, если у нас с 6 до 7 занятий, там уже где-то, наверное... Не знаю, может, попозже будем делать тяжело. Да нет, нормально. Я и работала, и уроки вела, на экзамены ходила. В прошлом году было очень холодно. Когда холодно, тяжело. Когда жарко, тоже тяжело. В помещении, когда уже отопления нет, и сидишь там целыми часами. У нас же тепло рано отключают. Вот. Да, хочется... все, по-моему, нет, не все, 1, 2, 3, 4, 5, 6, это вместе со мной 7 человек отписались. А нас смотрит 25. Но мне кажется, это задание, оно такое легкое, да? Или как? Поменяли местами. Здесь как глагол выступает, как сказуемое. Мы же знаем, в татарском языке сказуемое на последнем месте. Если мы хотим сказать, например, там есть мальчики, мы скажем «Анда малайлар бар», «Анда куллер бар», «Анда алмалар бар», «Анда сүзлер бар», «Анда матур сүзлер бар», «Анда темли алмалар бар», вкусные яблоки есть.
Молодцы, мне очень нравится. Арсана, что это 8? У меня одна ошибка. Тути фрути анда малайлар көп, анда куллер көп, анда алмалар көп, анда сүзлер көп. Все верно, единственное. Кто-то тут пишет, у меня одна ошибка. Арсана пишет 8. Ну, как привет, у нас уже 336 8 подписчиков. написал. Молодцы. Угу. Киттекме? Я вас поздравляю, молодцы. Прослушай текст и скажи, чего много в лесу. Давайте на честность, мы не будем смотреть. У меня вчера глаза закрывали учителя, родители. Тоже такой же текст мы читали. Бу матур зур урман. Анда зур зур алмалар куб. Не подглядывайте, не смотрите. Анда балалар да куб. Анда матур дурт ат бар. Скажите, чего много в лесу? Или давайте можно добавить, кого много в лесу. Бу матур зур урман, анда зур зур алмалар көп, анда балалар да көп, анда матур дурт ат бар. Напишите, чего много в лесу. Давай закроем текст, что ли? А мы верим, они же честные ребята. Закир, вам нужно написать вот этот куб на «у». Где твердый знак же у нас «у». Алмалар, бабалар түгіл. Балалар. Да. Правильно. Кто-то пишет татарща, кто-то пишет руща. Тути фрути. Детей много. Ага. Так и нет у меня тепла тут. Же у тебя сказала, любовь должна греть. Да, любовь греет. Где моя любовь? 14 февраля отключили батареи, сказали, пусть греет любовь. Да, пусть греет любовь. Я бы хотела еще вот в конце посмотрим, какой возраст у нас тут, чтобы если... Это, конечно, если можно, чтобы свой возраст написали. Примерно какой вот у нас? Мне кажется, очень разные у нас возрастные категории. Кажется, все такие молодые. Много больших яблок, да. 4 красивые лошади, да. Хорошо, правильно, молодцы. Ой, ищу татарскую, потерялась опять. Ищу татарскую «у». Где твердый знак же у нас, да? Да. Мне кажется, логически 37, они располагаются 37, там, на тех буквах, 28. которые реже всего и в русском языке используются. Вот смотри, пишут. Ешь пишется с мягким знаком. 26, 37, да. 25. Мы разные возрастные категории. Но я всех чувствую, что все вот прям молодые такие. Энергичные, молодые, красивые, успешные. Как мы. Лия, мы с тобой ровесницы. Видимо, Олтадурт пишет. 15? Алтадурт 64 имеется в виду? Нет, это что-то такое. Это, по-моему, ответ. Алтадурт 64? Нет. Видеомашина вам сколько лет? Киттыкмэ? Можете посмотреть. Бу матур зур урман, анда зур зур алмалар куб, анда балалар да куб, анда матур дурт атбар. Блин, нет. 35. Мы подумали, что 64, не можем понять. 64. Тазбиш. Киттыкмэ? Молодцы, вы с этим заданием справились. Тержмейтегес, переведите.
Бу апа, ул зур апа матур. Апа, матурым анда бар да алма ал. Бу апа да зур. Бу зур апалар матур. Апалар, анда сары алма бар. Переведите, пожалуйста. Тут у нас перевод есть же, да? Да. Угу. Потом проверим. А поможете тетя, сестра? Получается? Так, текшребзме. Это сестра тоже. Сестра красотка. Зурапа матур. Красивая, да? Эти большие сестры красивые. Нет, там... да. Зурапалар матур. Апалар анда сары алма бар. Сейчас покажем перевод. Что это? Сообщение пришло. Рустам Янкиев. Это пишет, видеомашина, это я. Видеомашина, это... А ты видеосъемками, что ли, занимаешься, Рустам? Так, вот пошли ответы. Угу. Так, вроде бы все правильно. Включить перевод. Да, давай переключим. Буапа – это тетя. Сестра. Зур она большая. Зурапа матур. Правильно там Альфия написала, да? Тут Тифрутти тоже трясёста. Угу. Да, замечательно. У меня почему-то картинка немножко Вот здесь размытая. вот, наверное, не желтые яблоки есть, а желтые яблоки есть, да? В единственном числе. Там же бар немного. Ну, да? нужно, Угу. да, исправить. Да, вот она написала правильно. Все молодцы, ребята. Укучилар молодцы. Хвалю вас. Китык. Мы сегодня повторяем звук «и», да? Так. Усвоим еще одну мягкую гласную букву «и». Она читается почти так же, как по-русски. Ее твердую пару мы изучим с вами позднее. Прослушайте и скажите, пожалуйста, под контролем слова, в которых есть мягкое гласное «и». И здесь, пожалуйста, обратите внимание, что согласные «д», «н» и «т» и некоторые другие перед «и», перед некоторыми другими мягкими гласными, читаются твердо. Повторяем за мной. Пока не смотрим, давайте не подглядываем. Пока вот за мной только повторяйте. Они, мама, мать. Ни в коем случае не произносите они, твердо они. Эти,
папа, отец. Также очень внимательно следите за произношением Т. Ике, ике, 2. Биш, биш, 5. Сигес, сигес, мин, я, син, ты, иль, страна, иль мягко произносится, но мягкий знак не пишем. Кирек, надо, нужно. Здесь вот близко к я читается, да, слово это стоит в конце, обычно в конце предложения. Дальше какие слова тут у нас? Повторяем. Тимер, тимер, железо, железный. Бир, бир, дай. Киль, киль, приходи. Приезжай, подойди. Это слово обозначает движение к говорящему, в отличие от бар. Бар – это туда иди, да. Мектепке бар, иди в школу, например. Дальше. Нинди. Какой? Обратите внимание на ударение. Биреде. Здесь, тут. Ни в коем случае не говорите биреде. Биреде. Биг. Очень. Тис. Быстро. Быстрый. И бит. Лицо. Ведь. Лицо. Ведь. Икмек. Хлеб. Икмек. Икмек. Но обычно мы говорим слово «ипи». Сейчас я вам включаю эти слова. Еще раз давайте повторим. Эни, эни, эти, эти, эби, эби, кирек, кирек, биш, биш, сигис, сигис, киль, киль, иди, иль, страна, бир, дай, мин, я, син, ты, дин, религия. Дине, религия, да, от слова дине, дин. Так, дальше. Здесь вот не все, да, слова, видимо, были тут у нас. Так, здесь нужно будет написать. Сейчас ты, может, напишешь в чат быстро, какие слова тут у нас не включены, да? Так, какие слова я сказала? Бир есть, киль есть. Давай напишем. Нинди. Вопрос, да? Нинди. Дальше. Биреде. Здесь. Биреде. Здесь. Биг. Очень. Биг. Очень. Ага. Хорошо. Тиз. Быстро. Тиз. Быстро. Быстрый. Бит. Лицо. Бит. Лицо. Еще ведь, да? Это как усилительная частица. Ведь. Икмек. Икмек. Хлеб. Ипи. Угу. Икмек. Хлеб. Ипи. Ну, мы обычно говорим ипи, да? А на вывесках магазинов пишут икмек. Угу. Ипи нигде не было, не видела, да. что было написано. Икмек это как, это же литературное слово. Угу. Ипи уж мы говорим вот, в быту, чаще употребляем, да? Так, сейчас давайте повторим еще раз эти слова. Они, эти, аби, кирек, биш, сигес, киль, иль, бир, мин, син, дин, нинди, биреде, бик, тис, бит, икмек, ипи. А теперь давайте повторим за мной, чтобы, ну, как для практики. Повторяем. Бит, 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 ким, кем, килен, ким, кем, килен. Дальше давайте еще раз повторим за мной слова. Их не надо учить, это просто вот набор букв. Эзер, усал, иптеш, курше, куптен, бай, асты, бейге, улы, ишек, ишек, үсе, утлыклар, кит, кер, балык, иртеге, ала. Но здесь есть слова, которые обозначают какое-то значение, но есть слова, которые
Просто для аудирования вам даются. Так, дальше давайте мы с вами. Вот эти слова вы должны будете выучить. Сюзлер, да? Биреде тоже тут, это синонимы. Мында, биреде. Они, это вот одинаковые. Мында, биреде. Здесь вот сюзлер. Правильно? Сейчас надо будет это отдельно, видимо, Да. с тобой сесть и посмотреть. Давайте мы с вами вот с этими словами составим предложение. Иллер тыныч булсын үшін әни керек, иллер матур булсын үшін әби керек, иллер күркәм булсын үшін әти керек. Красивое такое стихотворение вам, да? Давайте переведем. Иллер тыныч булсын үшін әни керек. Тыныч – это мир. Чтобы в мире, в стране был мир, нужна мама. Да, тыныч – это спокойно, чтобы было, тихо, чтобы было. Иллер матур булсын үшін әби керек. Чтобы страны были красивыми, нужна бабушка. А чтобы куркем, образцовыми такими, да, образцово-показательными, примерными, чтобы была страна, примерной, чтобы была страны, чтобы были примерными, нужен папа. Это стихотворение, как стихотворение, это можно прям выучить. Задание вам выучить это стихотворение. Дальше поехали. У нас еще есть время? Есть, да. Еще 6 минут. Так, давайте мы с вами сейчас... Мы с тобой позже начали, наверное, минут хотя бы 10. Да. Букву Е, да, чтобы мы с вами сейчас повторили. Буква Е. Буква Е является мягкой парой гласного звука Э. После согласных произносится с оттенком русского звука читается как в словах тише и дальше. После гласных или в начале слова произносится как русская буква Е. Е. Давайте мы с вами вспомним эти слова, вернее, мы их выучим, да? Повторим со мной слова, повторяем за мной. Бер – один. Видите, как слышится, как будто это бер. Не бер говорим, а бер. Ике – два. Кше – везде слышится оборотное Кше – человек. Темле – опять вкусный. Экрин – медленно, осторожно. Эйбер – вещь. Булик – отделение. Это отделение, не путать со словом булек. Тыгенде – там. Тыгенде – там. Тыгенде – там. Так, вот эти слова, хорошие мои, нужно будет выучить. Бер, ике, киши, темле, экрен, эйбер, булек, тыгенде. Вот новые слова. Е. Шейник. Татар так говорят, да, чайник это. Буген сегодня. Тель язык. Без мы. Сес вы. Тугель. Это означает не, отрицание в предложениях ставится после всех слов, кроме глаголов. Вот мы, например, можем сказать без тугель, сес тугель, шейник тугель, буген тугель. Но в отрицании глагол, когда вот мы хотим сказать в отрицательной форме, мы добавляем окончание к глаголу. Тугель не употребляется с глаголом. Вот, давайте мы с вами сейчас вспомним, как произносятся и Е. Сэр, бер, былтыр, бельдер. Сэр, бер, былтыр, бельдер. Эти слова можно не учить. Тәржімә етігіз. Я, ты, он – большая страна. Мама, папа – большие люди. Этот отдел большой. Эти люди красивые. Большие яблоки вкусные. Повторяем, переводим.
Все? Переводите? Мгм. Мин син ул зур иль. Эти зур кашелер. Этот отдел большой. Булек зур. Эти люди красивые. Бу кашелер. Мотор. Большие яблоки вкусные. А там, по-моему, перевод на следующем слайде. Ну, я знаю, но нам еще не написали. А ты очки носишь тоже? У меня от компьютера глаза очень сильно устают. Красным становится. Это без диоптрии, но не защита от экрана. Мне тоже такие же надо, чтобы вот очки для чтения и чтобы с компьютером. У меня были такие очки, они у меня состарились. У меня другие. Все, перевели? Перевели? Бума Туркшилер, Зур Алмалар Темля. Все замечательно. Бубулик Зур, все хорошо. Переводим дальше. Киттык. Темле, да, Альфия? Л там надо написать. Темле. Смотрите. Min sin ул зур ил. Әнияти зур кешеләр. Бу бүлек зур. Бу кешеләр матур. Зур алмалар тәмле. Тәмле. Yok тәмле андый сүз юк, Альфия. Тәмле. Слушай, я что-то тоже, там, мне казалось, что слышала такое. Нет, Может, это просто произнос так, может... деревняк, деревенский вот такой говор. Темный, темный. Так быстро говорят, ой, темный, темный. Нет, темле. Бу бүлек зур, бу кешеләр матур. Кешеләр. Киттек? Так, это много уже, Виня. Местновременной падеж возьмем, что ли? Так. Можем его, конечно, перенести на следующий урок. Да, давайте мы его перенесем, потому что много будет слишком. Так, это тоже давай переведем. Давайте вот это легкое, просто вот мы с вами простые бытовые ситуации разберем. Поговорим о работе. Кем кайда шли? Кто где работает? Кто где работает? Эш – это читается мягко, работа. Шли – работает. Вот, например, вы напишите свои предложения. Бин, мин, банк-та, шлим. Амин, университет-та, шлим. А здесь вот пишем да, это переводится. Университет-та. Вот мы потом на следующем уроке мы с вами разберем местно-временной падеж. Это вот выделяется окончанием та. Вот это, да, та окончание. И банк-та. И мин университет-та. Вот я, например, вот мин эш ищу, да, Арсана работу ищет. Мин эш излим, да? Вот. Вот я скажу мин мектепте эшлим. Мин заводта эшлим. Мин автобуста эшлим. Мин кибетте эшлим. Где я работаю? Эшлим. Я работаю. Мин эш излим. Напиши, пожалуйста, ей слово излим. Арсанова. Арсана, а вы по специальности кто? Венера, департамент. Тәрҗемәче. Тәрҗемәче булам. Венера, сез нинди кайсы департаментта эшлисез? Кайсы илдә? Мин китапханәдә эшлим. Китапханә, библиотека, молодцы. Булып. Мин тәрҗемәче. А департамент нинди шәһәрдә?
Мы же тоже в образовании работаем. Вы нас проверяете, да? Кайда? Урус сюда? Омскта. А что вы там нәрсе тикшересен да, Венера? Ничек кішілер Омскта? Мен іш ізлейм, Закир да іш ізлей. Кризис на лицо. Да. Спешит работа. Омск, департамент образования. Мен медицинский кабинетте эшлейм. Рахмет. Рахмет матур жауапларыңыз үшін. Дұрыс жауапларыңыз үшін рахмет. Вы скажете, Венера, да, мен Омскта эшлейм. Омскта. Но мы это с вами разберем потом. Кто где работает, мы будем учить местно-временной падеж. Направительный падеж мы возьмем, притяжательный падеж. Көп кішілер экономист. Да. Мгм. Я по образованию, кстати, экономист. Да, бек яқшы. Не Яқшы экономистлар керек енді бізге. Не пригождается рушение. Мен Омскта эшлейм. Мгм. Рахмет. Вот я вам говорил, да, местно-временной падеж. Образование происходит при помощи окончаний «да-де» и «да-те». Вот, например, если я живу в Казанда, я говорю «мен Казанда яшим». А кто живет в Москве, скажет «мен Мәскеуде, Самарада, Казахстанда яшим». Мен Омскта эшлейм. Медицина. Мен Чехияда эшлейм. А, медицина. А кім болып эшлейсіз медицинада? Чехияда кім болып эшлейсіз сіз? Мен Чехияда эшлейм. Образование білім, культура, мәдениет, а медицина неше была, Дине? А он медицина переводится? Шафкат Туташа переводится, да? Медицинская сестра, да, получается, Шафкат, Да. что ли? Если бы я переводила, я бы так сказала, медицина. Да. Сәлеметлік, можно сказать, өлкесінде эшлейм, да? Шафкат, так пишется? Шеф? Да, иә, Шафкат. Это долго рассказывать, вот пишет. Вы напишите, и мы на этом закончим, да? Кто где живет. Нет, медицина. Это ты не... Шафкат Туташа. Неправильно? Шафкат Туташа – это медсестра. Бакуда еши. Тогда удаляю. А я думала, этот... Нет, Шафкат Туташа – это медсестра. Напишем, кто где живет. Закир Сметинов Бакуда Яшине. Арсана Падуяде. Куда? Падуяде. Это в Италии, видимо, где-то. Мен Бакуда ешим. Бакуда нинде хава тұрышы погодалар? Хава тұрышы ничек? Это мы разберем Аллабирса в воскресенье, да? Выучить слова. Запишите, пожалуйста, домашнее задание. Нужно будет выучить вот эти слова, повторить. И, пожалуйста, составьте рассказ о сестре, о дедушках, о мальчиках на выбор. Город Галилео, Галилея. Супер. Галилея. Это Чехия? А вы хотите на бизнес-форум как спикер или вы хотите как участник? Мен Казахстанда турам, не Турым. Турым, наверное, это по-казахски, нет? А? Турым это по-татарски, ой, по-казахски? Наверное. Турам. Бишкекта. Иркутск-та. Да. Айбеткина, Закир, молодец, отдельно пишется, да? Мен университетта преподавал. О.
Юрга, Кемеровская Тася. Қайлардан тауып бітірдің сен бұларны, Дине? Они тебя сами нашли? Ну, в основном я их искала. Какая ты молодец. Мен Магнитогорский да яшим. Зор рахмет сізге. Вот Магнитогорск, барсына. Чехия, можно спикером, надо будет приложить сначала свое резюме на рассмотрение отделу. И в случае одобрения, да. Дина, я, наверное, урок закончу, да? У вас свои разговоры еще будут. У нас тема, мне кажется, сегодня прошла очень интересно. Все вы очень хорошо, быстро, грамотно, уверенно отвечали. Вот. И поэтому, пожалуйста, вот продолжайте в том же духе, повторяйте те слова, которые вот мы начали с первого урока. Мы с ними тоже будем в дальнейшем тексты составлять, диалоги составлять. Поэтому мен сізге матур кешелер тілеймін. Исән сау болыңыз, бақытлы болыңыз, хушығыз, оқушылар. Мен кеттім, Дине. Поселок какой-то Магнитогорский, я рад. Такси шақырам. Не прощаюсь. Такси шақырам, кеттім. Еще уроки надо делать. Такси до соседней комнаты. Да, уроки еще надо делать. Ну что, друзья, я, в принципе, тоже буду закругляться. Я напоминаю, что у нас до окончания самого курса, кто вносит предоплату 500 рублей, до начала второго курса цена будет составлять 2000, то есть 500, потом 1500 там вносите. Регистрируйтесь, будем очень рады видеть вас на продвинутом курсе. Есть ли у вас, может быть, какие-то ко мне вопросы по организационной части? Спасибо большое. Карловы Вары. Я много об этом слышала, но, к сожалению, в Европе я была всего 3 раза, и все 3 раза по работе. Вернее, 2 раза на соревнованиях, 1 раз по работе. И что на соревнованиях, что на работе по сторонам смотреть времени не было. Алагерса съезжу. Я, кстати, в Италию хотела бы съездить. Я уже думала о том, что если пойду в Италию, к Корсане в гости заеду. И вообще интересно было бы проехаться по мировым татарским диаспорам, вот взять, допустим, как-то видеокамеру, поснимать и по России проехаться, потому что я точно знаю, что берегут очень культуру многие, собираются, молодежь собирают. Очень хочу, не обещаю, но очень хочу. Ух ты, круто. Ой, Лаберса, прям вот с удовольствием. Да. Ну что, будем тогда потихонечку прощаться. Всем большое спасибо. Спасибо, Арсан, так приятно. Всем большое спасибо за участие. Всех люблю, целую. Хайырлы кишләр сезгә, дусларым. Сау булыгыз. Сау булыгыз.